Эти 9 башен, слитые воедино, являются не только архитектурным памятником, но и символом мужества и стойкости народа, который пережил нечеловеческие страдания. Вспоминая о тех ужасных днях, когда более сотни тысяч человек были насильно депортированы, нация не может не ощутить тяжесть утрат и несправедливости, которые легли на плечи ингушского народа. В условиях ссылки, где голод, холод и болезни стали повседневной реальностью, почти половина населения погибла, но те, кто выжил, проявили невероятную силу духа. Сегодня на траурном митинге, посвященном трагической дате, в первых рядах очевидцы страшных испытаний высылки. Обращаясь к уважаемым старцам и к тем, кто знает о депортации из рассказов родственников, глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов отметил стойкость духа, веру в лучшее будущее и единство, которые помогли выстоять и вернуться домой. Данная боль, скорбь, она пронизывает наше сердце, душу. Мы в этот день Дordеш, сағылуш, вейд абянчан, далгахин болцара, далгеш долцаря. Дуслуш дацвейн, дуслуд дацвейнс. Потому что, наверное, надежда была в то время у кого-то, что мы там рассеемся, бусул дердыстан, галгай дердыстан. То есть полностью мы там забудем, откуда мы, кто мы. Но сила духа и веру Всевышнего сумели выстоять наши предки. И они нам это передали. Цукой чара. Валай мот бус банбац. Эздел дес дандац. Бусул де чармайка банбац. Судуачи сегодня, если говорить, все эти старания врагов, они не оправдались. Но самое главное сегодня, завтра и дальше, чтобы это никогда не повторилось. Никогда. Вот эта несправедливость, я не для слова скажу, вот президент Владимир Владимирович Путин, Суяркас, да, это трагическая история нашей страны, но самое главное, чтобы она не повторилась. Поэтому на сегодняшний день самое главное – сплоченность, уважение к друг другу, уважение к закону. Ханерди мы не должны забывать, мы должны вайсаглуш, дуадеш. У каждого своя история, но в целом народ, он не только 13 лет выстоял, он ничего не утерял, присуще ингушу. Вейн мелхалу хане хвейн хокус. Нянюшис хадучи, девуш хадучи, дедас хадучиш, дрига хувей. Поэтому эту боль мы ее будем нести, но мы будем идти вперед. За каждым из этих слов стоит горькая правда. Тысячи ингушей, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, так и не узнали о судьбе своих семей. Их мужество и самопожертвования не были вознаграждены, и многие из них погибли, так и не дождавшись возвращения на родные земли. Президент Российской Федерации. Сегодня, конечно, мы видим, какую помощь он оказывает субъектам Российской Федерации, в том числе и Республики Ингушетия. Несмотря на то, что в то время религия была под запретом, вера согревала людей в холодных степях Казахстана. Митинг, посвященный памяти и скорби ингушского народа, продолжился дуа ректора Исламского института Сунжи Джабраила Мухлоева. С каждым годом очевидцев тех дней становится все меньше. Несмотря на свой возраст, многие из них не смогли пропустить эту памятную встречу. Для них это не просто митинг, а священное напоминание о том, что они пережили в детстве, о боли и утрате, которые навсегда остались в их сердцах.
30 лет депортации остались в памяти не только самих ссыльных. Эта тема и для их потомков остается животрепещущей. Многие из присутствующих были рождены далеко от родины, в Казахстане, и несут в себе время этой истории. Динал должен хайкат в историс. Отсел саммертин, оттанты хавокрды дион. Генерал Хановой, 45 дион полковник. Лахир Хакмиш Хановой дион. Он бешхан, угалгал мерва божок, амхандац. Они здесь, чтобы помнить, чтобы не забывать о тех, кто, несмотря на все трудности и лишения, смог выжить и вернуться, сохранив свою национальную принадлежность, язык, культуру и веру. Мужество депортированных – это пример для нас, и важно сохранять память о трагических событиях, чтобы ни одна душа не забыла, что значит быть свободным и гордым народом. Зелимхан Кылоев, Адам Гулоев, Сулейман Гостоев, Билал Ахильгов, Магаз 24.